Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Лото-24». Программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. Конституционный закон о выборах президента и депутатов Джугурку Кенеша принят парламентом. Закон, инициирован президентом Садыром Джапаровым, предлагает отойти от практики избрания всех 120 парламентариев по партийной системе и перейти к смешанной. Согласно новой конституции, в парламенте будут заседать 90 депутатов. Закон предусматривает, что 36 из них должны избираться по одномандатным округам, остальные 54 по партийным спискам. О других нововведениях мы поговорим с членом ЦИКа Абдыджапаром Гапыровичем Бекматовым. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте, мы приветствуем вас в студии «Лото-24» в программе «Еще не вечер». Итак, сегодня мы говорим о нововведениях в законе о выборах президента и депутатов Джугурку Кенеша. Назовите основные новшества. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как вы правильно заметили, закон был принят Джугурку Кенешем. Сейчас избирательные комиссии и организаторы, другие госорганы, мы ведем подготовку к предстоящим парламентским выборам. Основные новшества – это, вы как отметили, это избрание депутата парламента по смешанной системе. То есть раньше мы избирали депутатов парламента только по партийным спискам, то есть по пропорциональной системе. Сейчас пропорциональная система еще дальше мы сделали другой, для понятнее было к избирателям и другим участникам избирательного процесса. Избиратель, получив избирательный бюллетень по пропорциональной системе, делают отметку политическим партиям и отдельным кандидатам. То есть это называется открытый список. Предлагается законом пропорциональная система с открытым списком. Это примерно сколько партий войдут в этот список и сколько депутатов? Например, в избирательном бюллетене сначала, избирательный бюллетень будет состоять из двух частей. То в верхней части будет располагаться политические партии, а в нижней пустые квадраты с номерами. Там будут как раз номера кандидатов в списке политических партий. А это является гарантией, что именно этот кандидат потом пройдет в Джугурку Кенеш? Конечно, конечно. Вот именно вот это введение вот этой нормы является, мы всегда, общество говорит, что есть внутрипартийная коррупция, например, золотой, например, пятерка, десятка, при составлении списков. А мы введением вот этой нормы уйдем от этого плохого такого явления да, в нашем обществе. И дадим возможность избирателям выбрать своего депутата. То есть четко знать, за какую партию он голосует и кто будет представлять эту партию в парламенте. Конкретно за каждого кандидата будет голосовать. А раньше было как? Мы голосовали за партию, но на самом там деле... списки составляли боссы политической партии, а там кто ближе к боссу или кто больше заплатил, он находился в списке вверху, и они занимали мандаты депутатские. А сейчас вот эта вся система, введением вот этой нормы сейчас перешла к рукам избирателей. Получается, 54 депутата будут избираться по пропорциональной системе. По пропорциональной системе открытым списком. Раньше тоже мы проводили по пропорциональной системе, только закрытый был список. То есть составлялись на съезде, а потом уже, как составлялись, общество знает. Поэтому сейчас введением вот этой нормы, общество уже избрание, выбор депутата конкретного уже перешла к избирателю. А другая система, мажоритарная система называется, это избирание депутатов по одномандатным избирательным округам. 36 депутатов будет избираться по одномандатным избирательным округам. То есть
вся территория по пропорциональной системе, вся территория будет формироваться по единому списку, и 36 избирательных округов будут разделены, то есть формированы на 36. Если учитывать, у нас избиратели чуть больше 3 миллиона 600 тысяч избирателей, как раз 100 тысяч, примерно 100 тысяч избирателей будет формировать один избирательный округ. И в законе есть норма, допускается отклонение от средней квоты избирателей на 20%. То есть избирательный округ не должен быть меньше 80 тысяч избирателей и не больше 120 тысяч избирателей будет формировать один избирательный округ. А как будут формироваться округа вот именно по республике? По республике еще в законе есть норма, учитывается административно-территориальная единица. Мы взяли и вот на основе принятого закона, например, на каждую область отдельно получили по квоте определенного мандата. Например, Баткенская область составляет списки в Баткенской области избирателей 308 тысяч избирателей, и к Баткенской области относятся 3 избирательных округа, то есть 3 мандата. Это имеется в виду по мажоритарной системе, да? По мажоритарной системе. И вот в Таласской области, например, 166 тысяч избирателей, то есть 2 мандата. В Нарынской области 2 мандата. Это и в Сыкульской области 3 мандата. В Чуйской 6, в Джалабаде 7, в Аше 9 мандатов. И в Бишкеке 4 мандата, так как в Бишкеке 425 тысяч избирателей. Ну, вы говорите, что вот открытая система, да, открытый список по пропорциональной системе предполагает 2 бюллетеня. Один – это список партий, другой – кандидатов. Нет. И плюс еще список по мажоритарной системе. По мажоритарной системе с фамилиями и годы рождения кандидатов один избирательный бюллетень, другой избирательный бюллетень состоит из 2 частей. В верхней части будет находиться списки политических партий, а в нижней части пустые квадраты с номерами в списке кандидатов в политпартии. Получается, нужно 3 галочки поставить, да, 3 галочки. Вот избирателю. По пропорциональной системе в одном бюллетене 2, то есть избиратель выбирает политпартию и конкретного кандидата. А в другом, это чисто классическая система, там фамилия кандидата будет находиться в списке, и избиратель выбирает конкретного кандидата. В общем-то, все уже подсчитано, да, сколько депутатов будут представлять каждую область в парламенте. В Чуйской области 6, от Чуйской области будет 6, город Бишкек 4 места, Ошская область и город Ош 9 мест, Джалабадская область 7, Баткен 3, Иссыкульская область 3 места, Нарынская и Таласская область по 2 мандата. Да. Скажите, пожалуйста, а как будут выдвигаться кандидаты в депутаты? Выдвижение кандидатов тоже в конституционном законе отмечено. Выдвижение кандидатов относится к политическим партиям, и по мажоритарной системе это гражданам путем самовыдвижения. Например, по пропорциональной системе только политические партии выдвигают кандидатов, то есть составляют список, и по мажоритарной системе политические партии имеют право выдвигать, и граждане путем самовыдвижения. Это по одномандатным округам? По одномандатному округу. Политические партии имеют право выдвигать, и граждане путем самовыдвижения. Скажите, пожалуйста, в чем определенные преимущества вот этих систем, именно пропорциональной и мажоритарной? Ведь мы хотим, чтобы в Джугурку-Кенеша были представлены практически все регионы и представители всех слоев общества, в том числе не только те, кто имеют определенный багаж денег, да, и могут влиять на все процессы, которые происходят в стране, но также ученые, медики, педагоги. Джугурку-Кенеш – это высший
представительный орган, законодательный орган, поэтому, чтобы обеспечить представительность всех регионов, введена вот эта система. Именно по мажоритарной системе, вот вы перечислили, в каком области сколько мандатов, они будут представлять именно вот эти регионы. А у нас вот давно существует пропорциональная система, и здесь именно участвуют политические партии с выдвижением списков кандидатов. При составлении списков кандидатов тоже имеет определенные требования. То есть там должно быть при составлении списков кандидатов политические партии должны учитывать представительность не более 70% лиц одного пола и с учетом не менее 15% представителей молодежи, не менее 15% лиц других этнических представителей и два представителей лиц, ограниченных возможностей здоровья. Это в списке партий, да, в списке должны партий. быть все представлены, да, и женщины, и молодежь, и ЛОВЗ. Да, вот по этому требованию и будет обеспечено все слои населения, то есть представлены будут все регионы и все слои населения. А вот почему избирательный порог увеличен до 5%? Но это не нам вопрос, это парламенту. Если помните, вот, в прошлом году было 7% избирательный порог, потом был до 3% пущен. А сейчас вот законодатель принял, что избирательный порог должен быть 5%. Какие партии будут набирать 5 и более процентов голосов избирателей, среди них будет распределение депутатских мандатов, вот это 54 депутатских мандата. Это касается и политических партий, и отдельных кандидатов, 5% порог? Отдельным кандидатов нет. По мажоритарной системе это простое большинство. Кто больше набрал, например, 20 кандидатов, кто больше набирает, второго тура как такового не будет. Кто на первом туре набирает больше всех голосов, то он считается избранным депутатом Жогорку Кеңеша по мажоритарной системе, то есть по одномандатному избирательному округу. И последний вопрос. Почему снижена гендерная квота? Гендерная квота не снижена, наоборот, обеспечивает вот это не более 70%, то есть не менее 30% будет представлять наши женщины. Большое вам спасибо за ответы. Уважаемые телезрители, напоминаю, что мы беседовали с членом Центра избиркома Абдыджапаром Гапыровичем Бикматовым. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго.